Сегодня у нас день выезда, соответственно, мы сейчас подъехали на общий адрес, где распределяем еду, общественную еду между всеми участниками. Тут и все продукты питания, которые нам потребуются на эти 4 ближайшие дня. Продолжаем историю про наше участие в общесибирском велопробеге, где нам, 9 участникам из Якутска, предстояло вместе с более чем 150 велосипедистами со всей Сибири преодолеть 270 километров по дорогам и тропам Алтая. Итак, первый день мы едем на точку общего сбора около железнодорожного вокзала города Новосибирска. Мы прибыли на железнодорожный вокзал. Сейчас снова нам предстоит разобрать велосипеды, собрать их в велочехлы и ждать погрузки, которая начнется через час 15. Так, поехали. Процесс уже, в принципе, знакомый, но всегда есть определенные нюансы. Конечно, уходит на это достаточное количество времени. Вся эта конструкция, начнем ее разбирать спереди. Нам очень повезло с погодой. Как видите, в Новосибирске солнечный день, хотя было предупреждение по погоде, что ожидается град. Но я надеюсь, это уже будет завтра. И надеюсь, что погода нам будет благоволить. И на протяжении маршрута мы будем сухие. Переходим к задней части. Здесь тоже система обвязок вынужденных. Все-таки в такую поездку, я так думаю, самый оптимальный вариант — это иметь велоштаны на 85 литров. Как видите, 65, и пришлось мне какие-то конструкции придумывать. Ну, с одной стороны, быстрее, легче доступ, но с другой стороны, лишнее навесное. Соответственно, каждый подсумок, он имеет свой вес. А вес, как говорится, в таком походе очень важен. Он должен быть наименьшим. Грузовик складываю по подножке. Так, уже приехал грузовик. То есть погрузка не 8, а, видимо, отъезд уже 8 часов. Так, это, наверное, я оставлю на рюкзаке. Вот это мы снимем. Опа. Так, откручиваем педали. Далее, раз. Так, когда велосипед был гружен, я ехал спокойно вроде. Оказывается, у меня загнуло тормозной диск в аэропорту. Это и не есть хорошо. Вот так вот. И еще смотрите, что случилось. Опа. Шлем все-таки немножко пострадал, хотя на сумку поставили надпись «Хрупкая». Так, ладно. Испытано на себе.
Доброе утро. Мы находимся на стартовой поляне, на которой будет происходить официальное первое построение, брифинг, и отсюда именно будет дан старт велопробегу. Мы видим, как люди уже поставили палатки. Это те люди, которые приехали либо с вечера, либо поздно ночью. А мы прибыли на автобусах буквально полчаса назад, собрали велосипеды, приехали на поляну, и теперь нам важно провести базовое техобслуживание, подготовку велосипеда к этому серьезному 4-дневному маршруту. И начинается оно, конечно же, со смазки цепи. Цепь – это, так сказать, основная деталь трансмиссии велосипеда, которая позволит вам без проблем ездить по разным условиям дорожным, применяя передачи пониженную, повышенную и так далее. Перед смазкой цепь необходимо очистить. А в походных условиях это можно сделать просто тряпочкой, хотя на самом деле существуют машинки для чистки цепи, существуют методики промывки цепи в керосине, кипячения ее и так далее. Но мы сейчас ограничимся протиранием цепи тряпочкой и смазкой. Смазка, она должна быть в меру густая, чтобы она не стекала, и в то же время не слишком густая, чтобы она не была пластилином. Наносим по одной капельке на каждое звено. Обратите внимание, именно с внутренней стороны цепи, а не с наружной, как многие делают ошибочно. Этого делать не стоит. И вот таким образом мы эту цепь напитываем маслом, после чего нам нужно будет просто немножко прокатиться, попереключать скорости, чтобы масло равномерно распределилось по роликам и звездочкам. Процесс несложный, смазывать цепь имеет смысл каждые 100 километров, 100-120 километров, либо по загрязнению. Когда цепь у вас начала свистеть, трещать, скрипеть, это значит, пришло время смазать. Хорошо, что я посмотрел. Вот, эта смазка называется для ленивых. Есть еще более ленивый вариант, смазка в виде спрея, когда просто человек крутит и наносит как какой-то аэрозоль. Вот мы и узнаем некоторые тайные темные стороны велосипедистов. На самом деле нужно не лениться, и вот эту процедуру сделать, она будет более качественной. И расход смазки, конечно, у вас будет гораздо меньше именно при таком методе, а не при нанесении вращающейся цепи. Выбирайте масло с ароматом сирени. Это позволит не только хорошо смазать цепь, но и наслаждаться приятным запахом во время поездки. Сзади идущим. Идущим, да. Ключевое слово идущим, потому что сегодня у нас очень тяжелый день, будет большой перевал, и я думаю, что мы все будем дружно идти пешком, общаться непринужденно. Вот смотрите, даже на глазах у нас пропадает свист, если вы слышали в начале съемки. Сейчас мы немножко разработаем его, попереключаемся, и будет прекрасно. В принципе, базовое обслуживание на этом завершено, потому что при сборке мы проверяем, как работает переключатель, прокатившись, проверяем давление в колесах, высоту сиденья, тормоза. Сейчас, кстати, на этом велосипеде мы настроим немножечко передний тормоз. И в целом можно отправляться. До старта у нас еще почти 2 часа. Я думаю, мы успеем привести велосипеды и себя в порядок. Правила смазки цепи от Евгения Никифорова были очень полезны. Так бы я по старинке сейчас намазал. Вот такая карта. Всем привет из далекого города Якутска! Ура! Якутск снова на Первомае! И это здорово, потому что я рад видеть тех людей, с которыми мы катались ранее, а также множество новых лиц, которые еще не знают, на что подписались, но с удовольствием пройдут этот маршрут. Также хочу поздравить всех с 1 мая. Сегодня 1 мая, друзья, самый что ни на есть. Поэтому пробег, стартующий 1 мая, это замечательное мероприятие. Хочу пожелать всем успешного прохождения маршрута, замечательного общения вечернего, чтобы все было здорово, велосипеды не ломались, колеса не прокалывались и хватило на всех изотоников, шоколадок и бананов. Рад всех видеть, всем еще раз спасибо и всем нам удачи, друзья, ура!
проводники сейчас настроен тут. Это, роста там что-то перетянутые. Все, понял тебя. Старт пошел. Я, к сожалению, скорее всего, оставил шнур зарядки от моих часов, на которых была надежда как на трекер, как на навигатор. И, в общем, поэтому не знаю, сколько мы проехали. Ну, километров мы еще даже не доехали до первого спецучастка, до него 13 километров. Вот, в целом все только началось. Можно как бы размяться. Но для нас, жителей долины Туймада, это такой непривычный ландшафт. Подъемы, спуски. Надо отметить, что, судя по графику высоты сегодняшнего дня, если сегодняшний день я проеду, то в целом можно и доехать до конца, я так думаю. Наивно полагаю. Вот, самый главный день сегодня. Сразу подъем. Да, сейчас один из подъемов, который идется только пешком. Ну, не для всех, конечно. Но сейчас вот по велокомпьютеру посмотрели. Уклон 15%. Что еще будет сегодня, покажет время. Мы остановились возле магазина, но нам ничего не надо. Здесь мы просто подтянемся, едем дальше километров 5. Кстати, уже совсем скоро начинается спецучасток. Вот там внимательно следите за дыханием Руслана, потому что на камере это все будет выглядеть очень страшно. Но я думаю, что мы достойно пройдем этот перевал.
Это что, брод? Вроде брода. Глубокий? Не, он глубокий, но проезжает это. А там насколько глубина? Где-то, наверное, ботинок может быть. Так, у нас первое препятствие в виде брода. Но мы... Как пойдем? Обойти? Вот же камни. Прям дорожка. Я туда не пошел, да? Ты не посмотрел? Так. Газ. Так, а там что-то поглубже. Брод второй. Так, сейчас. О, скользкая штука, да? Да. Спасибо. Сочиняли весь этот маршрут, все это организовывали, придумывали, можно так сказать, не я одна, а это были все командиры городов. У нас есть общая группа, мы там общались, выбирали маршрут, утверждали его, на разведку людей отправляли. По итогам разведки мы, в общем, выбрали вот этот маршрут. А сейчас мы находимся первый день. У нас будет начало спецучастка. Это еще не спецучасток, как ни странно. Многие люди уже думают, что идет спецучасток, потому что у нас грязь, у нас появился уже первый брод. Мы вот тут перетаскивали велосипеды. Вот. А сейчас уже за поворотом у нас начнется подъем, на котором уже не будет дороги, и вот это вот и называется спецучастком. Да, так получилось, что самый сложный день первый. Он, в принципе, самый сложный, потому что мы все, в основном, большая часть эту ночь провели в автобусе, в неудобном положении, все спали, никто не выспался. Поспим через 4 дня дома. Так, вот мы с Андреем. Андрей замыкающий. Ну, мы вдвоем замыкающие. Группа замыкающих с рациями. 2 рации. Вот. Осталось 1,5 километра до начала спецучастка. Такой подъем. Но чем ближе мы к нему приближаемся, тем больше тревога у меня немного спадает. То есть, скорее всего, там не все так страшно, как я себе рисовал. Вот. В целом, сейчас посмотрим. Задняя полутока капец. О, отлично. Тут прям хороший подъемчик. Репетиция. Так, сейчас, если я не ошибаюсь, должны быть красивые виды. Что за уклон? О, туалет. Хороший подъемчик. Хороший участок, качать будет. Так, сочетание практичности и красоты. Опа. Пока что самый живописный туалет, который я видел. С шикарным видом. Красота. Так, ладно, там очередь. Испытано на себе. Начался спецучасток. Практически никто не едет верхом на велосипеде. Все тащат велосипеды. Такой очень затяжной подъем. Фух. До ближайшей деревни 10 километров. То есть это мы должны добраться до вершины, потом спуститься и путь продолжится. Если не ошибаюсь, вершина это где-то середина сегодняшнего пути. Летит вертолет.
Это за мной, кажется. За мной, кажется. Да-да-да. Как договаривались. Настало время поговорить о моде. Амода S5 – автомобиль, оснащенный 1,5-литровым двигателем, передний привод, 16-дюймовые литые диски, светодиодные фары, большой сенсорный дисплей, 6 подушек безопасности, система мониторинга давления в шинах, бесключевой доступ и запуск двигателя, кожаная отделка сидений, климат-контроль. И все это по демократичной цене. Данный автомобиль и многие другие вы можете посмотреть и протестировать в дилерском центре Амода JQ по адресу город Якутск, Покровское шоссе 5 километр, дом 34. Бурундук. Как видите, друзья, легче иногда местами проходить вдвоем. Сейчас там большой крутой подъем, мы друг другу помогли. Потом к нам подошел Женя, помог Андрею, Андрей вернулся за мной. Здравствуйте. Вы уже пообедали? Пока виртуально пообедали. Воображаемый обед. Плоскать, как будто на фотографии это кажется. А, ну да, тут подъем. Это обманчивое зрение. Ой, у меня даже назад катится велосипед. Фу. Да, на подъеме в гору тут кое-что придумал. Вот эта тесемка сначала была сзади, привязанная за велоштаны. Сейчас я ее привязал к ручке велоштанов. Тут надеваем и вперед. Гораздо легче получается. Как я говорил, Пацаны, вы здесь, не заметил. Не заметил? Увлекся. Ну Мне что, кажется, ребята? ты, кажется, идешь взять мой руль, да? Да, конечно. Я подумал, что мы будем катить, а ты снимать. Да, я же, вот хоть я в кадре появлюсь чуть-чуть. Да. Но вот это значит команда, друзья. Я что-то вообще очень сложный подъем для меня. Ну, я практически вот уже чуть-чуть осталось. И Андрей спустился помочь, сейчас и Женя. Ну вот эта лямка, кстати, через плечо, которая, если бы ее не было, я не знаю, я гораздо медленнее бы шел. Так, вроде годный лайфхак. Но в целом радует то, что самая страшная вершина уже вот она. И значит, дальше, ну, конечно, будет не отдых, но уже полегче. Мы не устали, мы просто... Да ты, по-моему, просто подзагорел, да и все. Такой же веселый. Да, на самом деле у нас сейчас будет все-таки обед, потому что уже время обеда, и нам нужно восстановить силы.
На самом деле время уже полдника. Время 5 o'clock, если говорить по-английски. Но у нас это будет обед. Мы не будем ехать специально до источника воды. Сейчас мы попьем наши запасы, запьем их. И через 9 километров будет колонка с водой в деревне. И там мы просто запасы воды восполним. А сейчас наши девочки уже готовят знаменитую шаурму с тунцом. Вау. Серьезно? Угу. А яблоки будем кушать? Да, и на десерт у нас будут яблоки. Я почему про яблоки спрашиваю, они у меня в сумке лежат. Где-то килограмма 2, не меньше. Вот это чуть-чуть. Иногда... Так, друзья, обратите внимание, вот он рецепт. Лаваш деревенский Тунцом. с тунцом. Очень питательно и полезно для суставов вашего. Конечный продукт выглядит вот так. Мне уже завернули. Это такой треугольный конвертик, а внутри вот щедро набросанные огурцы, ну, сам тунец, собственно, и соус, что-то типа такого специального соуса к тунцу. Выглядит аппетитно, здорово. Сейчас мы это отведаем. Какой вкусный лаваш. Вот такая вкусная штука. Однако надо сидушку опустить. Так, ну что, начинается спуск. На спуске в любом случае, скорее всего, идти нужно будет пешком, потому что опасно. Такие вот кочки. Сиденье опустил чуть-чуть. Так, еще деревья лежат. О, тормоза даже не держит. Стоп. Все, понял. Сейчас мы очень вкусно пообедали. На природе, как известно, все очень вкусно, но реально вот эта шаурма с тунцом была очень хороша. Сейчас вообще вот, ну, всегда, когда бывает, идешь, превозмогая себя, и времени нету смотреть по сторонам. Сейчас хоть есть возможность глянуть вперед, и очень живописно. Уже расцвели полевые цветы. Перед нами открывается очень красивый вид. Ну и радует то, что пик пройден. И сейчас в основном будет идти дорога на спуск. Ну, как дорога, тропа. А дальше, по словам опытных велосипедистов, дальше очень хорошая межпоселковая дорога. Ну, практически асфальт, скорее всего даже асфальт. И там уже дело к ужину и к вечернему лагерю. Но в целом, в отличие от Якутска, здесь очень быстро темнеет. Если в Якутске сейчас уже, можно сказать, почти белые ночи, то здесь где-то ближе к 7 вечера уже солнце зайдет. Сейчас время 4:30, поэтому надо успевать, чтобы поменьше времени ехать с фонариком. В целом я нисколько не жалею, что заменил тормоза гидравлические на механические, потому что они реально работают, в отличие от моей гидравлики, которая порой, ну, задний тормоз даже после прокачки уже буквально после нескольких нажатий перестал работать. Ну а передний был такой, что просто на небольшой скорости останавливал. Здесь бы с этими тормозами были бы проблемы. Вот. Но сейчас механика очень хорошо отрабатывает.
Сейчас набрал водички. Такая вот прозрачная. Вроде примесей никаких нет. Но это теперь Алтай газирован. Не газированная вода. Так. Ironman. Все время потом вспоминаю, что в аэропорту мне сломали шапку, шлем. В общем, мы начали спуск. Очень хороший, динамичный, местами грязный. Ну, вроде бы как сейчас выходим на поля. Евгений, ваш комментарий, потому что, по-моему, уже вечереет, уже садится солнце в горах, оно садится гораздо быстрее. Но мы еще, по-моему, где-то на половине пути, На половине пути, да, все верно. Уже 6 часов здесь. Мы сегодня уже повидали многое за эти, можно сказать, полдня. И лютый перевал, и грязище на дороге нереальное. Очень динамичный спуск, несколько бродов. То есть очень интересная, насыщенная была программа сегодня, маршрут. Сейчас солнце действительно скроется за сопками, за горами и начнет резко холодать. Наша задача хотя бы выйти на хорошую дорогу, пока светло. У нас, да, есть фонарики, у нас есть трек, мы знаем направление, но когда ты едешь с солнышком, гораздо приятнее двигаться даже по такой плохой дороге. Стоит солнцу сесть, скрыться, и настроение, мораль понижается. Но все равно мы полны энергии, бодры, и уверен, что мы очень достойно пройдем этот маршрут. Ну, первый день точно. Да. Я так обрадовался, что достиг перевала, что теперь уже чувствую, что... Ничего не страшно. Да, уже можно и до конца дойти. Мы сделаем это! Ура! Смотрите нас! Занимайтесь активным образом жизни, вливайтесь в велоспорт. НВК Саха, Якутия 24. Даже флаг стал развиваться. Да? Все для нас. Я? Как? Понравилось? Вообще огонь. Прямо сюда, вот так езжай. Тут меньше половины колеса. Тут твердо, вот здесь. Ничего себе. У тебя прямо это, да? Жестко. Точно. Пакешка. Вот это да. Там еще вот так было. А что так слишком узко, это вот близко? На последних вот этих метрах стало забиваться, так нормально было. А прикинь, Джека же не туда повернул, направо. И вдоль горы по чистой дороге шел. Ну, И только вот здесь брод перешел, и все. У него велик чистый вообще, смотри. А как ты там оказался? Он случайно повернул. Иногда бывает, что как бы маршрут один, но хочется повернуть куда-то, и вот прошел 2 брода, но дорога там была гораздо чище, чем здесь, судя по отзывам. Шел параллельно... В 2 ГИС. Шел параллельно треку, перешел здесь 2-й брод, да, там подъемчик, но зато я чист, велосипед чист, и судя по тому, как люди приезжают, ругаются на грязь, это, возможно, это был правильный выбор. Да. А может быть и нет, хотя... Правильно. Сейчас я засниму твой велик, который... Ну, не скажу, он там идеально чист, но, Не, ну по крайней мере, не так, как... Ты же его не мыл? Нет, конечно. Ну вот. Все чисто. О, береста. Вот это правильно. Так, сейчас по маршруту мы в одной замечательной деревне. Она находится в таком красивом месте. И здесь есть колонка, где мы наберем воду, экологичное топливо.
Привет! Так, уже стемнело, но мы сделали это. Добрались до лагеря первого дня. Все в полном составе, все нормально. Сейчас нужно выбрать место для лагеря, расположиться, приготовить ужин и, конечно же, лечь спать в горизонтальном положении. Мы готовим ужин. Сейчас у нас будет по меню ужин первого дня. Это уха, сайра, рис, картошка. Ингредиенты здесь прописаны. Завтра у нас второй день завтрак. По плану рисовая каша. Ну, что и логично, да. Рис мы распечатали упаковку на сайру. Остаток риса замочим сейчас. Рисовая каша с сухим молоком, с фруктовой смесью. Орешки у кого-то есть. И, соответственно, будет кофе с печеньками завтра. То есть это у нас завтрак. На обед у нас, получается, будут быстрые готовые пакеты, которые фольгированные. Завтра мы, кстати, проверим, как они работают. Пока мы вот разбили лагерь, но завтра будет видно. Сейчас темно. Да, но... Кто-то выключил свет. Я не знаю, получится ли снять звезды, но здесь надо обратить внимание, что небо ясное и звезды очень яркие на небе. Нет, только видно луну. Да, чтобы водички набрать, нужно тут постараться не упасть в реку. Вода мутная, соответственно, половодье. Ну, что поделать. Вот такая вот водичка. Ну ничего. Пойдет. Ну, если не хватит, давай. Каждый подсолит. Ничего так сегодня не ждали, как ужин, да? Но ужин и сон. Так, у нас готов наваристый суп типа уха из сайры. Так, там кто-нибудь пока котелок с чаем поставьте на каганочек. Это? Не, в этом. Чтобы он потихоньку грелся. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одной тарелки нет, но я думаю, что сейчас мы этот вопрос решим. У нас есть мерная поварешка, которая, в принципе, как раз делает одинаковые порции. Сейчас мы постараемся, чтобы они были еще по количеству рыбки одинаковые, а потом добавим бульона. Разбирайте, тут еще будет добавка. Вкусняшка. Поэтому
Ну, первый, да, ты сюда. Первый. Попила пару раз чай, да? Я вообще такая. Не помировал, по-моему. Не, это вода алтайская, поэтому вкусно. Да,